Сибур поглощает Таиф. Эксперты говорят о башкирском сценарии для соседей и начале процесса экспансии федеральной корпорации в суверенный Татарстан. Но в то же время пользователи сети и независимые блогеры считают, что татарская нефтянка отдана чужому дяде, и что будет дальше, неизвестно. Давайте вместе с вами попытаемся разобраться в том, что прямо сейчас происходит в соседней республике и каковы перспективы. Это Батыр Шоу, мы начинаем. Давайте начнем формально. Есть нефтяной нефтехимический гигант Таиф, его поглощает крупнейший нефтехимический холдинг Сибур. С экономической точки зрения все понятно. Экс-хозяевам Таифа отходит 15% от всего Сибура, а руководители Сибура Таифом будут управлять на 51%. Это тот самый контрольный пакет. СМИ пишут также о том, что семья первого президента Татарстана выходит в кэш. Что же говорят эксперты? Давайте послушаем директора Института нового общества Василия Колташова. Он уверен, что необходимо учитывать, что в России постепенно идет сдвиг от асимметричной федерации к более строгой федерации, а в конечном итоге к унитарному государству. И этот сдвиг, он не предполагает наличие каких-то диспропорций в положении регионов, в том числе в степени политической свободы. Поэтому поглощение Таиф может быть признаком того, что федеральный центр усиливает контроль над региональными элитами, так как именно они могут оказывать сопротивление. И вот знаете, особенно с последним выражением я соглашусь со спикером. Именно сопротивление как девиз всей политической элиты Татарстана. Только вот который год сыновья первого президента Татарстана входят в список богатых людей страны. Видимо, Айрат и Радик Шаймиевы имеют уникальные менеджерские качества, которые позволили заработать миллиарды на родной нефтяночке. А вот, например, Рустам Минниханов мечтал о возможной покупке Башнефти татарстанскими миллиардерами еще 4 года назад. Если, значит, продадут нашим, значит, это вам лучше. Если продадут дядек, которые там, не знаю где, лучше не будет. Там говорилось, лучше самим купить. Самим купить. Пока только долго думают. Лучше сами купить. Не надо было отпускать Башнефть. Нашивай. В этом случае хочется сказать словами моей бабушки: «Тишик ярактан кюле», что в переводе значит «дырка над дыркой смеется». Да, Башкортостан был в таком же положении. Тогда Башнефть была в свое время приватизирована в пользу сына Муртазы Рахимова, а после семью лишили контроля над всеми башкирскими топливно-энергетическими комплексами. А сейчас мнение эксперта. Наличие серьезных финансовых ресурсов у этнократических режимов всегда воспринимаются как политический риск, особенно в периоды обострения международных отношений, как это происходит сейчас. Так ответил Максим Лавниченко, заместитель директора политической информации из Москвы. Да, конечно, можно и нужно сказать, что семья первого президента много делает для родной республики, и не зря Казань считают третьей столицей целой страны. Но не забывайте про список Forbes, в десятку которого входят 2 сына Минтимира Шаймиева, и это лишь верхушка айсберга. Но и в то же время пример Башкортостана говорит о том, что если регион отказывается от пути пикирования с федеральным центром и строительства такой, знаете, махровой этнократии, то в регион могут вернуться в собственность былые крупные организации. Мы стали свидетелями, как, например, региональным властям Башкирии передали в собственность 25% Башнефти, а буквально недавно решением президента страны Башкортостан получил в управление башкирскую содовую компанию. Здесь, безусловно, можно сказать спасибо защитникам горы и лично Радио Хабирову. Таким образом, переход крупных кошельков от одних заинтересованных рук к тем, кто развивает отрасль по всей стране, для обычных граждан ничем не скажется, а только наоборот принесет новые рабочие места, инвестиции, налоги в бюджет региона, бесперебойное качественное сырье, новые технологии и выведет предприятие из долгов. В связи с этим возникает другой интересный вопрос: что же будет стать нефтью? А это пока не торопятся отвечать ни политологи, ни экономисты. Как говорится, покажет время. Так увидел ситуацию я. Если вы имеете другую точку зрения, то обязательно поделитесь ею в комментариях. На этом у меня все. Это Батыр Шоу. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал.